واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. Асбабуль магфира. Продолжаем уроки, лекции. Причины прощения грехов. И эти причины нам очень важны, очень нужны, потому что у всех у нас грехов очень много. Поэтому чем сердце раба становится ближе к Аллаху, тем Аллах Тааля раскрывает ему глаза. Я имею в виду не те глаза, которые у нас на лбу, а именно те глаза, которые у нас в груди. Поэтому чем больше эти глаза раскрываются, тем они начинают видеть больше своих недостатков, больше грехов. Поэтому, альхамдулилля, милость Аллаха, что чем больше Аллах приближает своего раба к себе, тем раб больше видит свои не свои достатки, а именно недостатки. Именно недостатки. И поэтому нет места в сердце мусульманина, места высокомерию, ауджиб, тщеславию, самообольщению. Мусульманин не может быть довольным тем, что он совершает намаз, читает суры Корана, да, и ни в коем случае он не расслабляется и не успокаивается, что вот, мол, он совершает намаз, постится, совершил хадж, и все, у него ключи от рая в кармане. Такого у мусульманина не должно быть, потому что чем ближе к Аллаху, тем у нас яснее становится зрение, именно то зрение, которое у нас в душе, и больше видит свои грехи. Поэтому сподвижники, табигины рассказывают, что те, кто видел в жизни сподвижников, рассказывают, что эти сподвижники всегда боялись за свой иман, всегда боялись, что они мунафики, что, может быть, они лицемеры, они мусульмане. И никто из вот этих величайших людей, самого лучшего поколения, да, сподвижников, никто никогда не говорил, что его иман подобен иману Джибрииля, алейхиссалям, подобен иману ангелов, Хотя они были самыми лучшими представителями этой уммы, и не только. Поэтому альхамдулилля, грехов много, альхамдулилля, причин искать причины, пути очищения от грехов у нас еще больше. Поэтому мы должны искать, и любой путь, любая причина, которая, иншаллах, очистит нас хоть сколько-то от грехов и приблизит к Аллаху, для нас это великий шанс, который мы не должны упускать. Немножко вот мы с вами зашли в тему, открыли тему адкар, зикры, слова поминания Аллаха, и мы с вами говорили про адкару сабах и валь-маса, то есть слова поминания Аллаха утром и вечером. Также кафаратуль маджлис, искупление в завершении собрания. Да? На этом остановились. Кафаратуль маджлис. То есть кафара — это искупление. Аль-маджлис, если маджлис — это то место, где сидят, куда собираются, можно сказать заседание, да, или можно сказать собрание. И как передает Джубейр, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто скажет Субханаллахи ва бихамдихи, Субханакаллахумма ва бихамдик, Ашхаду ан ла илаха илля ант, Астагфирука ва атубу илейк. Кто скажет эти слова
после завершения собрания, вот группа мусульманок где-то, куда-то собрались, поговорили о чем-то, пусть это что-то будет мирское, не обязательно какой-то урок, не обязательно про ислам, да, просто собрались, встретились, о чем-то поговорили, может быть о работе, может быть о семье, может быть просто поспрашивали друг друга, брат, сестра, как у тебя дела и так далее, и так далее. Вот если после завершения собрания человек скажет эти слова, если они находились фи маджлиси викрин, если это собрание было собрание зикра, поминания Аллаха, то эти слова, они будут замечательным завершением, то есть продолжением этого маджлиса. То есть, альхамдулилля, мы собрались, поминали Аллаха, вспомнили аят какой-то, хадис, сделали друг другу насихат или урок, или вагаз. После завершения, если после завершения этой встречи мы скажем эти слова, это будет замечательным завершением поминания Аллаха. Если же وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوٍ, а если человек скажет эти слова после собрания, где люди занимались пустословием, разными ненужными словами, бесполезными словами, да, болтовней, كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ, то вот эти слова, они окажутся искуплением за вот эти ненужные пустые слова. Поэтому в хадисе говорится «Субханаллахи ва бихамди», где-то говорится без этих слов «Субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла иляха илля ант», то есть «Субханакаллахумма ва бихамдик», «Субханака», ты пречист, о Аллах, ты пречист, «ва бихамдика», и тебе вся хвала, «Ашхаду», я свидетельствую, «Ан ла иляха илля ант», что нет истинного божества, кроме тебя, «Астагфирука ва атубу илейк», я прошу у тебя прощения и каюсь перед тобой. Вот эти слова, если мы скажем в завершении собрания, где мы поминали Аллаха, это будет замечательным завершением этого маджлиса. И если мы скажем эти слова после собрания, где, может быть, мы даже сами не почувствовав этого, или там поддались шайтану, иблису, может быть, чей-то гайбат сделали, кого-то недобрым словом вспомнили, может быть, что-то ненужное, бесполезное вспомнили, вот эти слова будут причиной прощения этих грехов. Поэтому, дорогие братья, возьмите себе за привычку эту сунну. Вот в чем отличие сегодняшних мусульман, нас и сподвижников, табигинов, саляф салих, да? В чем отличие? А в том, что если сподвижники что-либо слышали из уст пророка, да, то есть призыв к какому-либо делу, они превращали это в часть жизни, часть их жизни. То есть вот это может быть 2 раката намаза, это может быть какое-то благое дело, это может быть какой-то зикр, какой-то дуа. Да? Вот они слышали от пророка, и они делали все, чтобы до конца жизни уже использовать это, совершать это дело или использовать эти слова. Поэтому вот мы тоже, хотя пророка, алейхиссаляту вассалям, сегодня с нами нет, мы не из его уст это слышали, но этот хадис сахих, достоверный, раваху ан-Насаи, Хаким, и они сказали, что это достоверный хадис. Этот хадис нам передал сподвижник пророка, с которым сам слышал, поэтому сунна пророка дошла до нас, и вот возьмите за привычку. Любое время, когда вы собираетесь, 2 человека, 3 брата, собираетесь, о чем-то говорите, потом встаете, даже нужно, чтобы кто-то это вслух сказал. Почему? Чтобы, вот когда кушаем, нужно, чтобы кто-то из нас сказал «Бисмилля». Это для чего? Чтобы напомнить другим. Может быть, кто-то из братьев забыл вспомнить имя Аллаха, так ведь?
как напоминание, здесь то же самое. Возьмите за привычку, вот посидели, поговорили, чай попили, или урок, или занятие, или еще что-то, да? Встаете, субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Потому что очень часто мы заходим не туда, очень часто мы злословим о ком-то. Поэтому используйте вот этот шанс, эту привычку прощения наших грехов. Кафаратуль маджлис это называется, это в книгах дуа есть. Ну, этими словами, практически там небольшая разница только, да, этими словами мы с вами начинаем намаз. Так ведь после такбиратуль ихрам, дуауль истифтах, как раз вот эти слова. Поэтому используйте это, дорогие братья, и не упускайте возможность. Ад-дикру фис-сук. Слова поминания Аллаха, когда человек заходит на рынок. Когда человек заходит на рынок. Машаллах, машаллах. Я этот хадис, когда готовился к уроку, перечитал, наверное, очень много раз, да, и был удивлен, машаллах. Я сегодня вам прочитаю этот хадис, и я, наверное, думаю, что завтра вы все пойдете на рынок. Но не покупать что-либо, а просто, чтобы обратиться к Аллаху с этими словами и заработать аджр, который посланник Аллаха обещал вот в этих словах. Этот хадис нам передает Ибн Умар, радийаллаху анхума, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман дахаля сук», кто зашел на рынок и сказал: «Ла иляха илляллах», нет истинного божества, кроме Аллаха, «Вахдаху ла шарика ла», и он один, «Ла шарика ла», и нет у него сотоварищей, «Лахуль мульк», то есть вся власть, все царствие принадлежит ему, «Валахуль хамд», и вся хвала принадлежит ему, «Юхьи ва юмит», Аллах тот, который оживляет, и Аллах тот, кто умерщвляет, юмит. «Ва хуа хайюн», а он сам вечно живой. Хайюн, аль-хайю — это имя, качество из качеств Всевышнего Аллаха. «Ва хуа хайюн», и он вечно живой, ля ямут, который никогда не умрет. «Бьядихиль хайр», и все благо в его руках. «Ва хуа галя кулли шейин кадир», и он над всякой вещью мощным. То есть, повторяю этот зикр без перевода, чтобы вам понять, что этот зикр многие уже знают. Просто надо упорядочить некоторые слова. То есть, кто заходит на рынок и говорит при входе: «Ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика ла, лахуль мульк, ва лахуль хамд, юхьи ва юмит, ва хуа хайюн ла ямут, биядихил хайр, ва хуа аля кулли шейин кадир». Это те зикры, практически те же зикры, которые мы говорим утром, вечером и после намазов. Так ведь? Эти зикры вы уже знаете. И вот самое интересное. Кто скажет эти слова, посланник Аллаха сказал: «Катабаллаху лаху альфа хасана». Машаллах. Аллах запишет этому человеку тысячи благих дел. Обычно в арабском языке, когда используется два раза тысяча, это означает 3 нуля, 3 нуля. То есть получается миллион. Миллион. Я специально смотрел шарх этого хадиса. Ученые говорят, здесь речь идет не тысячи, не просто там да 100 раз, да? Говорят же так, не просто. Это означает миллион. Машаллах. Вот представьте себе, да? Если человек скажет эти слова, то Аллах запишет ему миллион наград, миллион благих дел. Вамаха, и это еще не все. Вамаха анху альфа сайя. И Аллах простит ему тысячи прегрешений. То есть получается миллион прегрешений. Варафа алаху альфа дараджа. И Аллах возвысит его степень 1000 и 1000 ступеней. То есть получается на миллион ступеней. И это еще не все. И Аллах построит ему дом в раю.
Вот за это дуа. Вот за это дуа. Ну, кто-то скажет, откуда Хазрат нашел этот хадис. Да, потому что вот действительно, вот когда читаешь эти хадисы, еще не доходишь до конца хадиса, иногда появляются какие-то сомнения. Почему появляются сомнения? Потому что один из признаков придуманных хадисов, к сожалению, в обиходе у мусульман, у многих имамов, хазратов, да, пусть Аллах исправит нас, пусть Аллах наставит всех нас на верный путь, аминь. Очень много в обиходе придуманных хадисов, даже не слабых, даже не загиф, а маудух, которые мухаддисы, ученые сказали, что они придуманные хадисы. Нет никакого, все, это не хадис. И, альхамдулилля, наши ученые специально проявили усердие, они собирали, изучали. Есть сборники, не только Сахих Бухари, да, достоверных хадисов, есть сборники придуманных хадисов. Специально ученые собрали, чтобы мы понимали, что вот этот хадис, который ты думаешь, что это хадис, это, оказывается, не хадис. Это может быть какая-то поговорка, это какая-то мудрость. Иногда бывает это слова сподвижников, но это не хадис. Поэтому один из признаков придуманных хадисов, когда за очень незначительное дело человеку обещается что? Очень великие достоинства, то есть очень великие награды. Когда вот ты сделал очень маленькое дело, но ты за это получишь, вот в этом хадисе говорится, якобы в хадисе, да, получишь там неисчислимые награды. Вот поэтому, когда я начал читать, я прямо остановился, до конца еще не дочитал и начал смотреть, что за иснад хадиса, да. Имам Ахмад, этот хадис в сборниках имама Ахмада, имама Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Хакима. И первые, если сказали, что это хасан, то есть иснад хороший, который мы можем использовать, то Хаким в своей книге, сборнике сказал, что это сахих. Хадис сахих, то есть достоверный. Поэтому, альхамдулилля, это милость Аллаха, когда вот за одно дуа, за одну мольбу, да, зикр, человек может получить 1 000 000 наград. Это только милость Аллаха. Это только милость Аллаха. Аллах может простить ему 1 000 000 прегрешений, и Аллах может возвысить его по степеням на 1 000 000 ступеней. Поэтому можно каждый день по рынкам ходить, да? И когда у ученых спросили, ученых спрашивают, а вот почему, да, вот даже может быть за то, что за те дуа, которые мы читаем при входе в мечеть, столько награды пророк не обещал, так ведь? А вот именно рынок. А вот ученые говорят, что рынки, они же даже говорится маджалису шаятин, то есть это те места, куда собираются шайтаны, потому что рынок это дуа, а это дунья. Это дунья. И когда люди приходят на рынок, вот эта дунья своей красотой, вот эти искушения фитной, они начинают овладевать человеком. Так ведь? Хочется что-то купить, там, даже если это не нужно. Да? Что-то хочется поменять. У тебя рубашка есть, тебе не нужна рубашка, но ты увидел это, там, влюбился в эту рубашку, там, или еще что-то. Да? Дома это у тебя уже есть, и не одна вещь, несколько, да, но вот ты увидел. Поэтому человек искушается, он поддается искушениям на рынках. И поэтому очень важно, когда человек заходит вот на территорию, где человек поддается искушениям, очень важно вспомнить Создателя, вспомнить Аллаха. А слова поминания, они действительно велики. Ля иляха илляллах. Это слова таухида, это единобожие. То есть, что может быть величие, достойнее этих слов? Ля иляха илляллах. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Вахдаху, Аллах один. Ля шарикаля, и нет у него сотоварищей. Лягуль мульк, все, что существует, все это во власти Аллаха, это царствие Аллаха. Валягуль хам, и только Он достоин, Ему только вся хвала принадлежит. Юхьи ва юмит, то есть Аллах Тагаля, только по воле Аллаха люди рождаются, животные рождаются, Аллах дает жизнь, одаряет жизнью, Он оживляет. Ва юмит,
И только по воле Аллаха ангел смерти забирает души созданий. Поэтому он только умерщвляет. Вахуа хайюн, а сам он вечно живой, ля ямут, никогда не умрет. Бьядихиль хайр, и все благо принадлежит Аллаху. И вахуа галя кулли шайин кадир, и Аллах над всякой вещью мощен. Поэтому это великие слова. Это великие слова, через которые мусульманин подтверждает единство Аллаха, подтверждает, что только Аллах, что управляет всем и все принадлежит только Аллаху. Поэтому это великие слова. И вот через эти слова мы, получается, как бы ищем защиту у Аллаха от вот этих искушений. Поэтому, альхамдулилля, вот они, достоинства этого слова. Миллион наград, миллион прегрешений стираются и миллион ступеней, на миллион ступеней возвышается. И еще «Вабана лаху байтан филь джанна». И хотя некоторые мухаддисы не приводят эти слова, и Аллах воздвигнет для него дом в раю, но имам Тирмизи и другие, они говорят, что это есть в риваяте. Поэтому, альхамдулилля, и чтобы вам как-то облегчить и тоже взять на практику, да, я там написал. Давно не менял бумаги, вот при выходе, чтобы вам не искать, сфотографируйте, селфи сделайте. Но не себя, как мы любим иногда, а вот зикр, и, иншаллах, друзьям отправите. Особенно это те, кто на рынке работает, да. Поэтому, альхамдулилля, вот, оказывается, есть причины ходить на рынок. Просто можно это дуа сделать. И были же сподвижники, когда они узнали достоинство приветствия друг друга, салям. Им хотелось побольше саляма дать. А где люди, больше людей можно приветствовать? На рынках. Поэтому были сподвижники, которые каждый день на рынок ходили. Но не для того, чтобы что-то там покупать или там искушаться земными этими красотами, да, а просто чтобы салям давать. Потому что саляму алейкум 10. Так ведь? Ва рахматуллах 20. Ва рахматуллахи ва баракату 30 наград. Поэтому, альхамдулилля, здесь то же самое. Можно просто аджр. Даже ученых спросили, а если, говорит, вечером идешь, рынок закрыт, можно встать, говорит, возле входа, просто это дуа сделать, что нет, говорит. Тут идет речь, говорит, чтобы зайти. Вот поэтому. Дальше, следующая причина. Слова поминания Аллаха, когда человек ложится спать. Ну, в книгах ученые приводят много вариантов слов поминания Аллаха, которые использовал наш любимый пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Из них есть такие короткие, есть простые, которые все мы можем выучить и использовать, иншаллах, использовать в жизни. Есть подлиннее. Вот я хочу привести сегодня два риваята, которые касаются нашей темы, это прощение грехов. Первый риваят от Барра ибн Азиб передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, именно ему сказал, это Барра ибн Азибу: «Аля уаллимука калимат такулуха ида авайта иля фирашика». Научить ли мне тебе словам, которые ты будешь говорить, когда будешь ложиться на свою постель. То есть обычно ложатся, когда спят, так ведь? И если после этих слов ты заснешь и не проснешься, потому что ни у кого нет гарантии, так ведь, что он доживет до утра. Если ангел смерти до утра придет к нему и заберет его душу, фаин митта мин лейлатика митта аляль фитра. И если ты после этих слов не проснешься утром, то есть умрешь в эту ночь, то ты умрешь естественным иманом. То есть аляль фитра, то есть находясь в фитри иман. То есть это чистый иман, который Аллах Тааля дает каждому младенцу, когда он рождается. Да? «Ваин асбахта вакада асабта хайра». А если ты доживешь до утра, проснешься утром, то ты проснешься в благе. То есть, который нашел благо. Альхамдулилля, мусульманин, который создает причины,
да, например, делает дуга, это не значит, что после этого дуга он обязательно проснется, да, что он не умрет. Если ему предписано умереть, он все равно умрет, но он умрет, иншаллах, будущий фитри иман. А если он проснется в благе, иншаллах. И поэтому посланник Аллаха сказал: «Такуль, скажи, Аллахумма аслямту нафси илейка». О Аллах, я, получается, аслямту нафси, то есть покорил, подчинил свой нафс тебе. То есть мы с вами про это часто говорим, что нафс по своей природе, по своей натуре, нафс не хочет покоряться, не хочет подчиняться, он не хочет поститься, он не хочет вставать на утренний намаз, он не хочет, чтобы его ограничивали, да? И вот поэтому ты говоришь: о Аллах, я подчинил свой нафс тебе. Все, ради тебя. Я подчинил свой нафс. То есть самого себя подчинил. Ваваджахту ваджхия илейка, и я направил свой лик к тебе. То есть все, я направился всем лицом, всей душой к тебе. Вафауатту амри илейка, то есть я оставил свою судьбу, решение всех дел тебе. То есть ты сам решай, что со мной делать, как мне, где быть. Так ведь я оставил это тебе. Рахбатан ва рахбатан илейка, то есть я оставил все тебе на твое решение, надеясь на тебя и страшась тебя. То есть мы надеемся на милость Аллаха, и мы страшимся его наказания. Так ведь? Ва аль-джату захри илейка, то есть я ищу убежище, защиты у тебя, потому что ла мальджаа ва ла манджа минка илля илейка, потому что нет спасения, нет убежища, нет прибежища и нет спасения от тебя, кроме как у тебя. Нет убежищ, прибежища и нет спасения от тебя, от твоего наказания, от твоего гнева, кроме как илля илейка, кроме как у тебя. То есть от твоего наказания кто может помочь спасти? Только ты. Только ты. Поэтому нет для меня ни убежища, ни спасения от тебя, кроме как у тебя. Аманту, я уверовал, бикитабика, в твою книгу, аллази анзальта, которую ты не спаслал, ва набийика аллази арсальта, я уверовал в твоего пророка, которого ты к нам отправил. Этот хадис сахих в сборниках имам ат-Тирмизи, ан-Насаи. Поэтому, альхамдулилля, вот эти слова, они подлиннее, конечно, для кого-то, может быть, они и не очень будет просто их выучить, но, альхамдулилля, если вы выучите, то если ангел смерти заберет нашу душу, то мы умрем в фитри иман, то есть будучи прощенными, альхамдулилля. И если мы проснемся, то это будет, мы проснемся во благе, иншаллах. И второй вариант зикра, этот уже зикр нам передает Джабир, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида ауар раджуль иля фирашихи ибтадараху малякун ва шайтан». Когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: когда человек ложится на свою постель, то к нему тут же спешат к нему кто? Ангел Всевышнего и шайтан. То есть, когда человек ложится спать, к нему спешат и ангел, и шайтан. У каждого своя работа. Поэтому каждый занимается своим делом. Ваякулюль маляк. И тогда ангел говорит: ихтам би хайрин. Заверши свой день благим делом. Заверши свой день благим делом. Ваякулю шайтан, и скажет шайтан: ихтам би шаррин. То есть заверши свой день чем-либо худшим, злом. Фаин закар Аллаха thumma нама. И если он вспомнит Всевышнего Аллаха и потом заснет, баталь маляку якляуху, то ангел, который поспешил к нему,
он будет с ним до утра и будет наблюдать и охранять его. То есть, получается, когда человек ложится спать, к нему спешат два создания. У каждого своя работа. Это ангел, потому что, альхамдулилля, Аллах Тааля создал таких ангелов, которые охраняют людей, которые помогают людям, которые исправляют людей. Даже в хадисе говорится, что в сердце каждого из нас есть ангел. И каждый раз, когда мы начинаем сворачивать неправильно, не туда, каждый раз ангел начинает наущать нас, начинает нас исправлять нас. Поэтому есть ангелы, которые помогают нам снискать довольство Аллаха. И вот ангел, он начинает призывать нас, чтобы мы завершили свой день благом, а шайтан будет призывать нас, чтобы мы завершили злом. И если человек вспомнит Аллаха, то есть поминание Всевышнего, слова поминания Всевышнего и заснет, то ангел проведет возле него всю ночь и будет наблюдать за ним. И когда человек просыпается, ангел говорит: «Ифтах бихайрин», открой свой день благом, то есть начни свой день благом. Да? «Вакаля шайтан», а шайтан скажет: «Ифтах бишаррин», открой свой день злом. Потому что у него задача такая. Так ведь? «Фаин каля», если человек скажет: «Альхамдулиллахи ллади радда алейя нафси», то есть утром, если он скажет «Альхамдулиллахи ллади», то есть хвала Аллаху, который «Радда алейя нафси», который вернул мне мою душу. Если человек утром проснулся, значит Аллах, который во время сна его частично, можно сказать, потому что ученые говорят, что сон – это маленькая смерть, это подобие смерти, когда Аллах забирает души людей частично. Не полностью, частично забирает души людей. Да? И вот то, что человек утром открыл глаза, проснулся, что это значит? Значит, Аллах вернул ему его душу. И поэтому тот, кто скажет «Альхамдулиллахи ллади радда алейя нафси», хвала Аллаху, который вернул мне мою душу, «Валам юмитха фи манамиха», и не умертвил ее во время сна. То есть Аллах Тааля не стал умертвлять нас, а вернул. И «Альхамдулиллахи ллади», и хвала Аллаху, который «Юмсику самаа ан тaqa'a галал арды илля биидни», и хвала Аллаху, который держит небеса, чтобы они не упали на землю. Потому что в Коране говорится: «Инна Аллаха», это сурат Фатир, 41 аят, «Инна Аллаха юмсику самавати валь арда ан тазуля». То есть Аллах придерживает небеса и землю, чтобы они не упали. Потому что, видя грехи, видя распутство людей, если бы у них был выбор, то небеса бы давно упали на людей. То земли бы давно раскрылись бы, океаны и моря давно бы накинулись на людей, чтобы просто их уничтожить за их грехи. Потому что когда они видят, что люди совершают неверие, когда люди совершают несправедливость, да, все это видят небеса, земли, и они хотят уничтожить вот этих людей за эти грехи. Но Аллах милостивый, и Он держит их. И поэтому мы говорим: «Альхамдулиллахи ллади юмсику сама ан тaqa'a галал арда илля биидни», хвала Аллаху, который держит небо, чтобы небо не упало на землю, кроме как соизволения Аллаха. «Фаин вакага мин саририхи фамата дахаля джанна». Но если, говорит, человек упадет даже со своей кровати, со своего ложа, он войдет в рай. Он войдет в рай. Потому что он обратился к Аллаху с этими словами. Этот хадис сахих передает Абу Я'ля и Ибн Сунни. Также передает имам Хаким.
и имам Захаби. Дальше, следующая причина. Ну, помимо этих зикров, есть еще другие зикры. Ну, в книгах Адкар они есть, можете найти, и на русском языке они есть. Тоже надо, альхамдулилля, завершать свой день, как нас призывают ангелы, благом, то есть зикром. Есть специальные слова зикра, да, поминания Аллаха. И начинать, когда открываем глаза. Хатын тур шейкуй, кофе пиширтугал. Альхамдулиллахи ллади, хвала Аллаху. Ахьяна багдама аматана. Есть вот альхамдулиллахи ллади ахьяна багдама аматана ва илейхи нушур. Самый короткий зикр. Когда мы утром просыпаемся, мы говорим альхамдулилля, хвала Аллаху, который оживил нас багдама аматана, после того, как умертвил нас. Ва илейхи нушур, и к нему наше возвращение. Поэтому выучите это. И, иншаллах, научите жен этому. И каждый раз, когда будете открывать глаза и говорить «Хотан шейхуй», жена вам скажет: а ты дуа читал? Альхамдулиллахи ллади ахьяна багдама аматана. Поэтому двойная польза будет. Следующая причина – дуа уллейл айнда та'ар минан наум. То есть, когда человек просыпается ночью, есть слова поминания Аллаха. Убада ибн Самит, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман та'арра минал лейли факала хейна ястайқид». Кто проснется ночью и скажет, когда проснется: «Ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд, юхьи ва юмит биядихил хайр, ва хуа аля кулли шайин кадир». Те же слова, так ведь повторяются. И продолжение: «Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла иляха илляллаху, валлаху акбар, ва ла хауля ва ла куввата илля биллах». Если он скажет, когда проснется, скажет вот эти слова, затем скажет «Аллахумма гфирли», затем он скажет: «О Аллах, прости меня», или же что-нибудь у Аллаха попросит, «Истуджиба ля», Аллах ответит ему. То есть на его мольбу ответит. Если он скажет: «Аллах, прости меня», значит Аллах простит его. Если он попросит что-либо другое, Аллах Тааля ответит на его мольбу. «Фаин қама фатавадда thumma салля». Если он встанет, то есть эти зикры можно еще просто лежа на кровати, так ведь говорить. А если он встанет, совершит омовение и совершит намаз, кубилят салатуху, Аллах примет его намаз. Раваху Бухари, сборников Бухари, имам Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маджа. Поэтому это тоже приучать надо также себя к этому. Альхамдулилля, просыпаешься, надо говорить эти зикры и просить у Аллаха. Аллах Тааля ответит. И вообще мы с вами знаем много хадисов, которые указывают на то, что на ценность дуа, зикров, истигфара, также ночных молитв, особенно в третьей части ночи. Так ведь во время сухуры до утреннего намаза. Про это очень много хадисов. Это именно то время, когда милость Аллаха особенно близка к нам, и забота Аллаха о нас, и когда Аллах Тааля, когда наступает треть ночи, мы знаем хадис, достоверный хадис, когда Аллах Тааля сам обращается к своим рабам: если те, которые взывают ко мне, я бы им ответил. Если те, которые просят у меня что-либо, я бы им дал это. Если те, которые ман ястагфируни, те, кто просят у меня прощения, я бы простил их. Поэтому и это будет продолжаться до наступления утреннего намаза. Поэтому хадисы есть, и надо это стараться использовать. Следующая причина: ас-салату аля расулиллах. Ас-салату аля расулилля, то есть мольба, дуа, салават, как мы говорим, да, за посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И как передает Анас, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман салля алейя вахидатан», кто сделает за меня один салават, скажет за меня, то есть кто
совершит дуа за меня, помолится за меня один раз, саллаллаху алейхи ашра салават, то Аллах скажет за него 10 салаватов. То есть Аллах Тааля 10 раз вспомнит его имя перед самыми достойными его созданиями ангелами. То есть если человек один раз сделает дуа за пророка, алейхиссалату вассалям, Аллахумма салли аля Мухаммад, или, например, саллаллаху алейхи вассалям, да? Лучший салават, мы знаем, это тот салават, который мы читаем во время намаза. Так ведь? Лучшего салавата нет. Это самая лучшая форма салавата. Поэтому посланник Аллаха сказал, если человек один раз скажет салават за меня, то есть дуа за меня сделает, чтобы Аллах Тааля ниспослал мир, благословение, милость свою пророку, алейхиссалату вассалям, его роду, его семье, то как знак благодарности этому Всевышний Аллах 10 раз вспомнит имя этого раба, этого человека перед своими ангелами. «Вахатта анху ашра хатиат», и Аллах простит ему 10 прегрешений. 10 раз помнит его имя, 10 его прегрешений простит, «Уарафа аляху ашра дараджат», и Аллах даст ему 10 ступеней достоинства. То есть Аллах возвысит его на 10 ступеней. Этот хадис сахих, сборники имам Ахмада, также сборники имам Аль-Бухари, но не сахих, адаб аль-муфрад, Ан-Насаи, Хаким, Ибн Хиббан и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому это достоинство салавата за нашего пророка, алейхиссалату вассалям, и вообще мусульманин каждый раз, когда слышит имя пророка, он должен говорить саллаллаху алейхи вассалям, то есть да благословит его Аллах и приветствует. И когда посланник Аллаха поднимался на минбар, мы знаем хадис, 3 раза сказал амин, и когда сподвижники спросили, он сказал, что ко мне пришел Джибриль, алейхиссалям, и сказал, тот, кто слышит твое имя, когда произносится твое имя, и он не воздает за тебя дуа, салават, то пусть Аллах унизит его. Пусть Аллах унизит его, и я сказал амин. Поэтому каждый раз, когда слышите имя нашего любимого учителя, нашего любимого пророка, которого мы должны любить больше себя самих, больше своих детей, внуков, родителей и всех-всех-всех, да, мы должны за него делать салават, дуа. И каждый раз, когда мы один раз за него салават скажем, мы должны знать, что Всевышний Аллах 10 раз вспомнит наше имя с честью, с достоинством, с уважением перед своими ангелами. И Аллах за это, за один салават, простит нам 10 прегрешений и возвысит нас на 10 ступеней. И этот хадис, и кроме этого хадиса еще очень много других хадисов, которые указывают на достоинство салавата. Как, например, Абу Тальха, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Атани атин мин инди рабби азза ва джалля», как-то ко мне пришел гость, получается, пришелец, да, атин, от моего Господа, получается, ангел, и сказал мне: «Ман салля алейка мин умматика салатан», кто попросит у Аллаха, то есть один раз за тебя из твоей уммы, то есть один салават скажет из твоей уммы, катабаллаху ляху биха ашра хасанат, вот за этот один салават Аллах запишет ему 10 благих дел. Награду 10 наград, уамаха анху ашра сайят, и Аллах сотрет, простит ему 10 прегрешений, уарафа аляху ашра дараджат, и Аллах возвысит его на 10 ступеней, уарадда алейхи мисляха, и он вернет ему, ответит ему также. То есть так же, как он вспомнил пророка, имя пророка, алейхиссалату вассалям, также Аллах вспомнит его за это. И вот еще один хадис, даже не полностью не буду. Вот
Амир ибн Рабиа, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: любой раб, который будет говорить салават за меня, илля саллат алейхи аль-малаикату мадама юсалли алейя. То есть, пока он будет говорить салават за меня, делать мольбу, дуа за меня, ангелы будут говорить салават, то есть будут молиться, обращаться к Аллаху за него. То есть пока он будет говорить салават за пророка, алейхиссалату вассалям, ангелы будут говорить салават за него. То есть салават ангелов, ученые говорят, это истигфар. То есть пока ты будешь молиться за пророка, алейхиссалату вассалям, да, говорит салават, ангелы будут просить у Аллаха прощения за наши грехи. فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْفِرْ. Поэтому пусть, посланник Аллаха сказал, пусть он много говорит или мало говорит, сам выбирает. То есть много ему говорит салават за пророка, саллаллаху, или мало, пусть сам выбирает. Потому что если он будет говорить много, значит и ангелы будут много просить за него. Потому что пока он будет говорить салават за пророка Аллаха, ангелы будут просить у него прощения. Поэтому то, что мы говорим салават, это причина прощения наших грехов, потому что даже ангелы будут просить прощения, иншаллах. Следующая причина. Поэтому всегда нужно говорить салават за нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая причина, машаллах, тоже связана с нашим любимым занятием. Ан-науму аля вуду, сон в положении омовения. То есть брать тахарат, совершать омовение перед сном. Это тоже причина прощения грехов. Как передает Ибн Умар, ради Аллаху анхума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Таххиру хадихил аджсада таххаракумуллах». Очищайте эти тела, и да очистит вас Аллах. То есть посланник Аллаха призвал умму совершать омовение. Очищайте эти тела, да очистит вас Аллах. То есть дуа сделал: فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ. И каждый раз, когда раб будет спать в состоянии тахарата, омовения, то есть это речь идет, когда мы засыпаем, тахарат портится, это мы все знаем, так ведь? Но здесь речь идет, он берет тахарат перед сном, он засыпает, будучи с тахаратом. И каждый раз, когда раб будет спать, ложиться спать с тахаратом, обязательно в его волосах будет находиться ангел. Ангел фи ши'ариhi. لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك. Машаллах. И каждый раз, когда он будет ночью поворачиваться, потому что физиология, природа создана так Аллахом, что человек должен поворачиваться, так ведь, чтобы отеков нет. Каждый раз, когда он будет поворачиваться ночью, ангел сразу же будет говорить: «О Аллах, прости своего раба! О Аллах, прости своего раба!» «Фаиннаху бата тахиран», потому что он лег спать с тахаратом. Он вот так будет говорить. То есть каждый раз человек взял один раз тахарат, все, заснул, да, сколько часов он будет спать, никто не знает, сколько раз он будет шевелиться, оборачиваться, так ведь? Но каждый раз, когда он будет оборачиваться, ангел будет за него дуа делать: «О Аллах, прости своего раба», потому что он лег спать с тахаратом. Вот это, машаллах, великое достоинство сна с тахаратом. Этот хадис раваху Табарани хасан. Иснад хадиса хороший. Идем дальше. Да'ватур Расуль саллаллаху алейхи вассалям аля ахадин. Я надеюсь, что после этих слов хотя бы сегодня тех братьев, которые лягут, иншаллах, с тахаратом, будет больше. Завтра, конечно, многие забудут этот хадис, да? Но, иншаллах, сегодня, может быть, много ангелов за нас будут дуа делать, истигфар делать. Следующая причина, как перевести? Мольба
пророка, саллаллаху алейхи вассалям, против кого-либо, если это не по праву. То есть, пророк, алейхиссаляту вассалям, может иногда по ошибке, да, потому что он тоже человек. Мы знаем, что в начале этой книги у нас была такая большая, такая обширная тема, могут ли пророки ошибаться, так ведь? Мы с вами говорили, что ахлю сунна валь джамаа, ученые говорят, что касается доведения до людей, до человечества истины, здесь никаких прегрешений, никаких ошибок, никаких грехов у пророков быть не может. Потому что Аллах Тааля дает гарантию, что здесь они не могут ошибиться, не могут исказить правду, не могут неправильно понять правду. Мы можем, ученые могут, так и сподвижники могут ошибиться, но в этом деле пророки ни в коем случае не ошибаются. Но что касается обыденных вещей, мы с вами приводили из сунны много хадисов, которые указывают, что пророки могут ошибиться. Так ведь? И вот иногда может случиться так, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, может сделать дуа против кого-либо не по праву. Не по праву. Вот милость Аллаха безгранична. И если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа за кого, против кого-либо, против, это значит явно не благом, так ведь? Против кого-либо не по праву, то есть он не заслуживал этого, то это обернется для него, по милости Аллаха, милостью Аллаха и прощением его грехов. Вот давайте хадис. Этот хадис в сборниках, в первую очередь, Сахих Муслим, сборниках Сахих Муслима, вы даже можете этот хадис прочитать там. Этот хадис прочитать в Сахих Муслим есть. Раваху Ахмад также, сборник имама Ахмада. Этот хадис передает нам Анас, радийаллаху анху, что как-то раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел дочку Умму Сулейм. То есть это была сирота. Она была без отца, да, она жила с Умму Сулейм, она была маленькой, какое-то время посланник Аллаха ее не видел, и когда он ее увидел, он спросил: это ты? Это ты? Ее звали, по-моему, Умму Анас, мать Анаса, это прозвище, так ведь? И это ты? И эта девчонка ответила: да, это я. И посланник Аллаха сказал: как ты выросла? И пусть у тебя зубы не будут расти. Вот он так сказал. Ну это может быть какое-то выражение или шутка была, да? Ой, как ты выросла, и пусть у тебя зубы не будут расти. И посланник Аллаха вот так сказал. И когда она услышала, она побежала к маме, вся в слезах, вся плачет. Но Умму Сулейм, она испугалась, дочка бежит, сирота, беззащитная, плачет, что случилось? И дочка говорит: вот, говорит, я встретила пророка, говорит, алейхиссалату вассалям, и он мне сказал: пусть у тебя зубы не будут расти, говорит. Вот сейчас, говорит, после его дуа, говорит, после его дуа у меня ни зубы не будут расти, и косички, волосы не будут расти, говорит, у меня. И она испугалась, потому что если пророк взывает против кого-либо, это страшно, так ведь? И она побежала к пророку, она даже заморала платье свое, говорится в хадисе, да? Она поморалась, она была в пыли, она прибежала к пророку, и когда пророк увидел ее, он испугался, что-то случилось, и пророк спросил ее: что случилось? Я Умму Сулейм. И тогда Умму Сулейм сказал: я Расуль Аллах, только что ко мне пришла моя сирота, дочка, и рассказала, что ты воззвал, то есть обратился к Аллаху с дуа против нее, чтобы у нее не выросли зубы и косички. И тогда посланник Аллаха засмеялся. Он засмеялся, потому что, это была шутка с ребенком, да? И сказал такие слова: машаллах, машаллах. Вот, казалось бы, такой курьезный случай, да? Но ответ пророка дает нам подсказку,
вот мудрость Аллаха, да? О Умму Сулейм, он начал ее успокаивать, и он сказал: о Умму Сулейм, ама та'ламина анни штаратту аля рабби факульту иннама ана башар. Неужели ты не знаешь, что я поставил условия моему Господу? То есть, получается, я договорился с моим Господом и сказал ему, Аллаху сказал: о Аллах, иннама ана башар, о Аллах, воистину я такой же человек. Я не ангел, я такой же человек. Арда кама ярда аль-башар. И я иногда доволен, так же, как и довольны люди. Ва агдабу кама ягдабу аль-башар. И иногда я гневаюсь так же, как гневаются люди. فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ. И я поставил Аллаху условия даже, получается вот так, да, если дословно перевести. То есть у меня договор с Аллахом, и каждый раз, то есть посланник Аллаха начал объясняться, что он такой же человек. Также он радуется, как радуются люди. Иногда печалится, иногда гневается, так же, как гневаются люди. Да? И каждый раз, когда я буду обращаться к тебе против кого-либо из моей уммы, не по праву, أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منك يوم القيامة. Чтобы вот этот дуа, который я сделал против него, ты превратил в очищение его от грехов и приближение, посредством которого ты приблизишь его к себе в судный день. Поэтому, альхамдулилля, если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возвал против кого-либо из его уммы, из мусульман, не по праву, да, он может что-то не понять, может какая-то информация до него не дошла. Так ведь посланник Аллаха обратился к Аллаху, чтобы Аллах превратил это в очищение его от грехов, и чтобы Аллах Тааля приблизил этого раба посредством дуа пророка против него, да, чтобы Аллах приблизил его посредством этого дуа в судный день. Поэтому, если за кого-либо посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, против кого-либо возвал, обратился к Аллаху, но не по праву, это тоже причина прощения его грехов. Вот такой вот случай был с этой сиротой. И еще один случай расскажу. Нет? Не заснули там? Я уж так стараюсь голос не повышать, чтобы кто-то после работы, братья там, надо быть милостивыми, милосердными, так ведь, чтобы он немножко там, потому что там дома жена ждет, там еда готова, там не заснешь, наверное, дети, там уроки надо делать, а тут брат пришел, тут тепло, так хорошо, машаллах, тут еще хазрат такой успокаивает, причины прощения грехов. Поэтому я уж стараюсь, чтобы кто-то отдохнул, хотя бы польза будет тоже ему, так ведь. До намаза мы не будем, потому что минут 20 еще есть, там навафиль кто-то почитает, кто-то зикры, но одну причину давайте. И чтобы как-то, не знаю, и чтобы вы были ко мне более милосердными, давайте следующий урок, наверное, сделаем 7:30, ладно? Чтобы, хотя бы час, хватит час, потому что больше часа спать некоторым братьям уже много это будет. Последняя причина, которая сегодня, иншалла, тоже очень интересна. Аль-худуд кафара. То есть система наказаний в исламе, шариата, это тоже является искуплением за грехи. Мы знаем, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, построил уже свое государство, уже судопроизводство началось, так ведь, система наказаний, и мы знаем, что в исламе есть некоторые грехи, за которые человек уже несет ответственность, то есть наказывается уже в этой жизни, и это было во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, есть наказание за зина в шариате, так ведь, есть наказание за воровство и так далее, и так далее. И вот эти все наказания, методы наказания, они являются также
причинами прощения грехов. Причинами прощения грехов. И хочу привести только один хадис. Сборник Ибн Хиббана. Передается, что как-то раз к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, подошел один мужчина. Его звали Маид. Радиаллаху анху, пусть Аллах будет доволен им. Он пришел к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, и сказал: «Я Расуль Аллах, я совершил зина, и я хочу, чтобы ты наказал меня». Посланник Аллаха, когда услышал эти слова, то есть он пришел практически просить у него, чтобы посланник Аллаха приказал его казнить. Так же получается. И посланник Аллаха подумал, что это какой-то, больной, уставший человек, да, и он просто его, если по-нашему сказать, отшил. Сказал: иди отсюда. Да? Но на следующий день этот человек опять пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и повторил ту же просьбу: «Я Расуль Аллах, воистину я совершил зина, я хочу, чтобы ты очистил меня от грехов». Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, снова отправил его и не стал его слушать. На следующий день Магиз опять пришел к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, и повторил то же самое или более настойчиво. И тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, понял, что это не просто так, и он попросил или же приказал некоторым сподвижникам, чтобы они пошли и узнали, кто этот человек, какая у него семья, может быть, он действительно болеет, да, и действительно ли он адекватный, нормальный. И когда сподвижники узнали все это, они довели до пророка, что это нормальный человек, да, значит, он действительно в жизни ошибся. И тогда посланник Аллаха, уже после вот этих, когда следствие провели, да, он повелел, чтобы привели наказание в исполнение. И когда этого человека убивали, были свидетели, и посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, услышал, как разговаривали два человека. И вот один с таким презрением, да, посмотрел на этого человека и сказал: вот, говорит, человек добился, говорит, все-таки, чтобы умереть, говорит, смертью пса, говорит, собаки, говорит. Вот он шел, ходил, пока, говорит, не умер смертью собаки. Эти слова он говорил, а второй слушал. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, эти слова дошли до него, но он ничего не сказал. Все люди пошли по домам, этого человека похоронили, и через некоторое время посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, увидел мертвого осла, тело мертвого осла. Оно уже от него исходил запах неприятный, и он подошел к телу этого осла и вспомнил этих людей, которые вот так разговаривали, пренебрежительно к своему брату разговаривали между собой. И тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: где эти двое, которые говорили так-то, так-то, так-то? Их позвали к пророку, алейхиссалату вассалям, и посланник Аллаха, когда их увидел, он узнал их, то есть и того, кто это говорил, и того, кто это слушал, и довольствовался этими словами, получается. Так ведь он же его не остановил. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, позвал их к себе и сказал: давайте возьмите кусок мяса из этого осла и кушайте. Съешьте это мясо этого из трупа осла. Тогда они начали брезгать, они не поняли, в чем мудрость этих слов, и они сказали: «Я Расуль Аллах, говорит, осла даже живого не кушают». Так ведь, «Я Расуль Аллах, никто, говорит, не кушает этого, они брезгают, так ведь, это же как можно съесть, да?» И на что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: то, что вы, говорит, что вы брезгаете, да, вы не хотите кушать, но то, что вы, если бы вы съели мясо из трупа осла, это было лучше для вас то, что вы сказали про своего брата, тогда, когда он понес наказание, ибо этот ваш брат находится в райских садах.
Поэтому вот этот хадис указывает на то, что когда человек несет наказание, это является искуплением за его грехи, потому что пророк сказал, что он уже в раю. Он уже в раю. Есть много хадисов других, которые указывают на это. И второе, на что указывает хадис, это проблема злословия. Так ведь? Злословие. То есть гайбат, когда один брат сказал про брата такие слова, а другой брат, он не остановил его. Поэтому посланник Аллаха позвал обоих. Он же не сказал, вот приведите мне того, кто сказал этот гайбат. Он сказал, и того, кто слушал. Поэтому обоим сказал, давайте кушайте. Вот этот хадис указывает на вред гайбата. Ладно, на сегодня, дорогие братья, завершим урок. И следующая тема, иштинабуль кабаир, следующая причина будет, иншаллах, когда остерегание человека от великих, больших, страшных грехов является причиной того, что Аллах другие грехи Он прощает. И, иншаллах, как договорились, следующий урок будет в 19:30, потому что там еще практически час останется, иншаллах. Ладно, у нас еще минут 10, давайте поэтому, кто намазы можете совершать, кто зикр, кто дуа делать, кто Коран почитать. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.